Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В регионе ведет строительство арендного жилья и наемных домов. Оператором программы в Якутии является Центр развития жилищных программ Республики Саха-Якутия. До 2026 года по программе в республике планируется ввести 850 квартир в разных городах. А всего на Дальнем Востоке будет построено 10 тысяч новых арендных квартир для студентов, молодых специалистов, а также иных категорий граждан. Подробности узнаем у гостя в студии. Это Виктор Романов, министр строительства Республики Саха-Якутия. Виктор Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот давайте начнем с арендного жилья. Вот расскажите, пожалуйста, о сути данной программы. Да, в прошлом году на площадке Восточно-экономического форума по решению президента России было принято реализация такой программы на территории Дальнего Востока. Вот 10 тысяч квартир по всем субъектам планируется реализовать, в том числе вот в нашей республике это 850 квартир, которые будут предоставляться в аренду специалистам. В данной программе у нас участвуют наши 4 города. Город Якутск, Нерюнгри, Алдан и город Мирный. То есть это основные, так можно сказать, промышленные центры нашей Да, республики. там основные промышленные центры, в которых идет развитие либо вот запуск каких-то производств, где потребуются квалифицированные специалисты. И для решения вот жилищных вопросов привлекаемых специалистов и также специалистов, которые не имеют вот собственности жилья, да, данная программа и нацелена. Предусматривает льготную аренду для участников программы. Угу. Ну вот кто сможет воспользоваться, да? Давайте подробнее расскажем льготными условиями аренды. Да, в первую очередь это мы, согласно нашему порядку, определили квоту, так сказать, да, для участников специальной военной операции и членов их семей. Мы считаем, что в любом случае в городе Якутске, там, в наших городах потребуется реабилитация и так далее, да, поэтому мы определенную квоту порядка 20% определили для такой категории граждан. Также мы определили это вот для привлекаемых специалистов, которые приезжают на запуск какого-то производства, квалифицированные специалисты для наших промышленных компаний, да, или для каких-то производств. И, соответственно, любые другие категории, которые не имеют собственности жилья, и им потребуется как говорится, место для проживания, для того, чтобы здесь работать и, как сказать, обеспечивать деятельность на данной территории. Угу. А вообще каков порядок предоставления субсидий на аренду? Да, вот для предоставления льготной аренду предусмотрено, как сказать, субсидирование арендной ставки, да, то есть квартиры приобретаются у нас через Дом РФ, это корпорацию Дом РФ совместно с банком Дом РФ, и, соответственно, передаются, как говорится, в республику для управления этим жилищным фондом. Мы далее определяем в каждом населенном пункте совместно с муниципальными образованиями категории и предоставляем в аренду. В чем заключается суть льготы? Да? 1/3 арендной ставки оплачивает республика за счет средств государственного бюджета, 1/3 оплачивает федеральный бюджет, и 1/3 оплачивает сам арендатор, то есть человек, плюс коммунальные расходы. Соответственно, в среднем, если, например, ставить в расчетах, какая стоимость будет, у нас по факту сейчас двухкомнатная квартира в доме, которая введена, 54 квадратных метра, стоит 12 тысяч рублей. Когда как на рынке это 40-45. И плюс даже с коммунальными платежами это довольно-таки привлекательная стоимость. И мы почувствовали, что уже 24 квартиры в прошлом году было введено, и по ним очень большой спрос населения имеется. Поэтому перспектива для этой программы, она на сегодня есть. И эти квартиры Домом РФ на управление республики передаются до 43 года, то есть на 20 лет рассчитана да, программа. После этого будет решаться вопрос с этим жилищным фондом, либо безвозмездная передача республики, либо выкуп, либо продажа и так далее. То есть механизм еще не определен. Но в течение 20 лет эти квартиры будут передаваться в аренду. При этом у федерального бюджета есть условия, что субсидируемая ставка 1/3, она постепенно будет снижаться. То есть предполагается, что в будущем стоимость аренды она будет повышаться.
Ну, на таких льготных условиях понятно, что спрос будет, и он будет только увеличиваться. А вообще, если говорить, например, о Якутске, да, в каких районах идет строительство такого жилья? У нас, Где будут располагаться да, дома? у нас в прошлом году первый дом введен. Это один подъезд в многоквартирном доме, который расположен в поселке Марха. 24 квартиры было введено. Следующие дома будут вводиться, ну, по разным срокам, но до конца 2025 года. Это у нас в основном это Вилюйский тракт, 112 квартал. То есть там у нас будет порядка 280 квартир. То есть 300 квартир. То есть для города Якутска определено количество квартир порядка 320 квартир. Для Мирного 120, для Нерингари там 200 с лишним, и вот для Алдана 116 квартир. Ну, что касается результатов, да, какие ожидания от данной программы? Ну, как сказать, мы предполагаем, что данная программа позволит тем специалистам, которые испытывают сложности, ну, изменения места работы, да, это в первую очередь, вот, допустим, специалист планирует переехать, например, в город, тот же город Нернгер для запуска какого-нибудь производства, но жилищные условия не позволяют даже с той зарплатой, которая предлагается, да, работодателям, комфортно там, ну, как бы проживать, да, и, соответственно, мы предполагаем, что такие привлекаемые специалисты приедут, и в течение там срока, например, 2 года они будут проживать на льготных условиях, запустят производство и уедут, например, да. Либо если человек приехал на постоянное место работы, он может в течение вот этих вот сроков 2 лет как бы накопить на первоначальный взнос, например, да, и приобрести по той же дальневосточной ипотеке свою собственную квартиру. То есть таким образом мы предполагаем, что этот фонд будет периодически освобождаться и, соответственно, обеспечивать как бы, ну, заселение других граждан. Конечно, 850 квартир для нашей республики, ну, не так уж много, да, есть потребности в других наших муниципальных районах, но вот мы дополнительную заявку через Министерство Дальнего Востока и Арктики мы как бы отрабатываем, но увеличение, возможно, будет рассматриваться тоже, скорее всего, на площадке Восточно-экономического форума осенью этого года. Если будет принято решение, что это успешная программа, то, возможно, будет принято еще по второму этапу реализации такой программы. А как долго можно будет проживать в такой квартире? То есть 2 года это максимум? Да, там мы порядком определили, это 2 года, первоначальный срок, да, этот максимальный срок, в котором может проживать. Естественно, если человек будет, ну, предполагает, планирует проживать меньше срок, там, год, 6 месяцев, это как бы регулируется договором аренды. Также есть возможность продления. То есть если обстоятельства привели к тому, что необходимо еще дольше жить, то комиссия рассматривает и заключает решение о продлении договора аренды. Квартиры, я хочу сказать, что квартиры, они полностью оснащены мебелью, бытовой техникой, то есть к этому вот Дом РФ очень предъявляет серьезные требования, и вплоть до вот замков, дверных ручек и так далее, вот техническое задание включается, и соответствующие требования устанавливаются для застройщиков. И когда заезжает, уже квартира имеет бытовую технику, стиральную машину, там, диван, то есть полная комплектация мебели, то есть можно только заехать с чемоданчиком с одеждой и уже как бы, ну, уже проживать. Ну, с этой программой в целом все понятно. Давайте поговорим о комплексном развитии территории. Да, вообще, что включает в себя это понятие? Да, комплексное развитие территории сейчас вот инструмент, который вот мы много об этом говорили, да, вот 3 года назад данный проект, ну, как инструмент был запущен, он предполагает комплексное развитие территорий, ну, и судя из названия, да, и предполагает, что на определенной территории, где определены границы КРТ, будут обеспечиваться в первую очередь это ликвидация ветхоаварийного жилищного фонда, который, ну, как бы может быть реализовываться какими-то программами и так далее, может быть даже без реализации программ, может быть в рамках КРТ расселяться, да, вот на коммерческой основе. Предполагается, что мастер планирования, то есть для больших участков больше 1 га КРТ предполагается мастер планирования, то есть уже учитывается общественное пространство, социальная инфраструктура, инженерная инфраструктура, и, соответственно, такие проекты начинают реализовываться. И основной целью этой программы является, ну, инструмента является комплексный подход, то есть наравне с жильем должны решить социальную инфраструктуру, благоустройство, и при этом в этом инструменте как бы, ну, убираются проблемы, которые есть по решению там имущественных и земельных вопросов. То есть если мы определили границу КРТ, независимо
чей земельный участок, частная собственность, муниципальная собственность, какой-то объект стоит, жилье стоит аварийное и так далее. То есть это уже решается после заключения соглашения о КРТ. И законодательство предусматривает как бы, ну, более ускоренные темпы решения, вот, если споры какие-то возникают, в том числе судебные, да, то есть там происходит немножко быстрее. Это позволяет быстро развивать территорию. Ну вот на каком этапе сейчас находится программа по комплексному развитию территории и вообще на какой срок она рассчитана? Срок определяется, соответственно, соглашением. Здесь как бы два направления. Это по решению правительства, то есть большие КРТ утверждаются решением правительства через операторов. Да, это есть муниципальные КРТ, которые, ну, на конкурсной основе, да, вот, определяют операторы КРТ. И на сегодня у нас порядка 10 как бы, ну, КРТ уже реализовываются, считая самые мелкие, да, можно сказать. Общий градостроительный потенциал по строительству жилья сейчас составляет порядка 860 тысяч квадратных метров. То есть, если мы полностью вот это все реализуем, у нас будет построено 860 тысяч квадратных метров именно многоквартирного жилья. И, ну, конечно, срок... Это без учета соцобъектов? Без учета соцобъектов, то есть... Там сроки различные, до 30-го года, до 34-го года, то есть как бы различные сроки, но тем не менее градостроительный потенциал достаточно большой. Мы также как бы планируем новые проекты, да, вот из тех проектов, которые реализуются, хочу отметить, что это большой объем у нас в микрорайоне Спортивный, так называемый 17-й квартал, там совместно с социальной инфраструктурой и вот жильем, как бы, ну, комплексно решается этот вопрос, как бы движение уже началось, можно сказать, да, вот активность текущего года. Большие проекты также есть, вот Ленские высоты, там 200 с чем-то тысяч квадратных метров градостроительного потенциала, то есть как бы, ну, активно этот инструмент на сегодня применяется. Ну и вы как министр, как можете оценить эффективность данных программ вообще в целом? Ну, я считаю, что любые барьеры, они должны решаться быстро, да, и вот этот комплексный подход, он как бы позволяет решить в комплексе, да, если, допустим, рассматривать ранее действующие механизмы, да, допустим, кто-то покупает землю на аукционе и так далее, и начинает строить в границах своего населенного, ну, как бы земельного участка многоквартирный дом, не решается вопрос парковок, подъездов, да, это социальная инфраструктура, то есть как бы жилье строится, а школ, например, садиков нет, да, и, соответственно, это все перекладывание, да, планирование отдельными программами, оно как бы, ну, мы же видим контраст, да, то есть много аварийных домов, посередке новый дом, да, допустим, да, и вот механизм КРТ позволяет вот эти все нюансы убрать и, соответственно, всю территорию за раз развить, чтобы, как бы, ну, полная комфортная среда появилась на этом квартале. Ну, действительно, такие программы, они удобные, позволяют реализовывать множество проблем, решать множество проблем. Виктор Дмитриевич, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем успешной реализации данных программ, ну и открытия новых интересных проектов. Спасибо. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью, оставайтесь на нашем канале.